Easy, easy. Pull up. Ребятки, всем привет. Погода у нас сегодня не очень. Вроде как тепло, даже птицы не справляются. Но ветер 8 метров в секунду. Вчера были на рыбалочке. Сегодня решил я, ребят, побаловаться опять и приготовить. Сейчас я вам покажу. Куриный рулетик. Вот так он выглядит. Сейчас я его разверну. Вот он. Какой красавчик у нас. Такой, ребята, рулетик. Для такого рулетика понадобится целая курица охлажденная. Получается, курица разбирается полностью, обрезается. Стараться надо будет, чтобы не просто резать, а обрезать ее от костей, чтобы она более-менее целая была. Вот. Перчится, солится. Ну, по вкусу добавляются свои приправы. Я, правда, не знаю. Вчера был на рыбалке, жена уже его приготовила. Скручивается, завязывается шпагатом, ну, или веревкой, он как у нас в данный момент. Получается, мариновался он около 15 часов. Ну, можно сутки. Ну, вот сейчас получается. Ну да, около 15 часов. И все это дело будем коптить на медленном огне, даже на углях. Около полтора часа. Около полтора часика, да. Так что, ребят, сейчас пока костерчик разбодяжил, дрова крупно нарубил, потому что ветер, дрова летят. Сейчас пока все это прогорает дело, как обычно, заниматься снегом. Домочадцы мои дома, сегодня ветер, я чисто приготовлю, и дома уже мы его пообедаем. Так что, ребят, смотрим. Так, ну что, костерчик прогорает. Так, здесь сделаю место под коптильню на углях. Ну, потому что полтора часа будет коптиться, и надо будет постепенно угли добавлять. Я вот оттуда буду потихонечку брать и добавлять. Так, ну что, приступим. Девочку мы испытали уже грибком. Так, ольховая стружка. Так, рулет где-то весит, ну, грамм 800, наверное, 900. На него нам где-то надо понадобиться. Кулака, наверное, 4, наверное, 3. Так, ну, наверное, еще кулачок. Думаю, достаточно будет. Так, коптильня. Так, значит, уже по-любому понадобится поддон, потому что жира будет много. Жира будет много. Ставим решетку на первую. Ну и наш рулетик. Опачки. Опачки, какой красавчик. Опачки. Вот так это все, ребятки, будет выглядеть. Все. На полтора часика на угли, на мелкий огонь. Погнали. Ребят, вроде вон солнце вышло. Метель такая. Ветер заметает, блин. Так. Прошло около 40 минут. Я уже третью партию дров добавляю. Ну, ребят, почему не на огне, почему на углях? Потому что сверху он может сгореть, а внутри он не приготовится. Из-за этого надо или на медленном огне, или на углях готовить. Здесь у меня костер, я постепенно добавляю угли. Основная вещь стоит на углях, получается, там угли. Вот, минут 40 уже стоит у меня. В принципе, могу открыть, показать. Я уже его раз перевернул. Вот он красавчик, я вот его, видно, перевернул. Но это еще не все, он еще не готов. Грамм 800 рулет, ну, как минимум полтора часика надо ждать. Так, ребят, ну что, прошло около час минут 15 где-то. Хочу посмотреть. Ну что, вот наш рулетик. Сейчас возьму ножик, посмотрим.
О, ребят. Жир только прет, смотрите. Жир только прет. Сразу советую коптильню, когда достали, не ложить ее на снег. Потому что горячее на холодное в коптильне деформируется. Ну вот так как-то, ребят. Долгий, мучительный процесс, но он этого стоит. Это, ребят, такой деликатес, я вам говорю. Сейчас посмотрим. Ребят, ну что, пришло время пробовать. Пришлось так его сломать пополам, потому что не влазит. Красоту пришлось испортить. Говорят, с ножа нельзя есть, ну ничего страшного. Ребят, это просто бомба. Это просто ништяки. Вау. Ребят, в магазине такого точно не найдет нигде. Просто сейчас свеженького, горяченького. Он просто сочный весь. Ништяк, ребят. Вообще, а запах какой? О, ништяки вообще. Так что, ребят, вот такой рецепт. В принципе, он не сложный. Его легко можно сделать самому. И специи там сами по вкусу. Так что вот так, ребят. Всем приятного аппетита. Так, ну мы уже дома. Я забыл сказать, ребята, что жена добавила чернослив. Вот видите, черные штучки, это чернослив. Вот. Не знаю. Вот он в разрезе получается. Ну все, сейчас будем мы рубать.